Большая вода, по предварительным данным, придет в Башкортостан в первых числах апреля. В Уфе она будет чуть позднее, в конце апреля, начале мая. Обсудим детальный весенний паводок и подготовку к нему вместе с гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами Кирилл Первов, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Кирилл Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с обсуждения предварительного прогноза. Он уже более точный. Была дана отсечка 25 марта, ставил глава Башкортостана Ради Хабиров. Ждем подробностей. Да, 25 марта состоялось заседание Республиканской противопаводковой комиссии, где как раз был представлен уже уточненный прогноз на весеннее половодье. По текущему прогнозу у нас половодье ожидается в рамках среднемноголетних значений. Как всегда, у нас в начале будут проходить ледоход по степным и горным рекам, и уже к концу апреля мы ожидаем максимальных уровней в районе Уфы. Могу сказать, что вот многие ориентируются по уровню воды в реке Белой в районе монумента, то максимальный уровень прогнозируется в районе 750 сантиметров в этом году. Подготовка какая проводилась, и вот в чем она заключалась? Да, у нас традиционно организована подготовка к весеннему половодью, она начинается еще с начала года. В этом году уже принято распоряжение правительства соответствующее. Мы уже провели 2 заседания противопаводковой комиссии. Также состоялись учения в Стерлитамаке и традиционный республиканский смотр сил и средств, который прошел 19 марта. В ходе всех этих мероприятий была оценена готовность сил и средств, как федеральных, республиканских, так и организаций. Могу сказать, что на достаточно высоком уровне традиционно у нас в республике все это организовано. И вы знаете, что и Ради Фаридович сам на контроле это держит, и на оперативных совещаниях также эта информация о готовности заслушивается. Кирилл Сергеевич, была информация, что создана группировка, в которую вошли порядка 20 тысяч сотрудников экстренных служб и также техника. Вот как будет рассредоточено это все? Эта техника находится у нас на территории всей республики. Необходимы и плавсредства, и техника с высокой проходимостью. Например, у нас также имеется и суда на воздушной подушке, которые базируются как в Уфе. Например, в Белорецком районе у нас имеется снегоболотоход. И необходимая техника, вся в случае необходимости, также будет оперативно перебрасываться. Для этого все необходимое есть. Правда ли информация, что в зоне подтопления могут оказаться порядка 80 тысяч человек? Но это наихудший вариант развития событий. Вы знаете, что спасатели всегда готовятся по наихудшему варианту, потому что, несмотря на прогноз, может измениться, скажем, метеорологическая ситуация, да, пойдут осадки или, например, будет резкое потепление. Поэтому мы всегда готовимся по наихудшему варианту. Как можно следить, как идет паводок? Ну вот уже несколько лет мы создали и развиваем систему гидромониторинга, которая называется «Паводок 2.0». На сайте Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям для наших граждан представлена такая возможность отслеживать ситуацию в режиме онлайн. В этом году будут работать 44 автоматических поста. И также информация со всех стационарных постов будет туда выводиться. То есть все граждане могут посмотреть изменения за сутки, какой прогноз и получить соответствующие рекомендации также на сайте. Как будет идти массовое оповещение, что делать и какие рекомендации вы можете дать жителям, которые проживают в зонах возможных подтоплений? Да, ну для того, чтобы доводить информацию, у нас, вы знаете, в прошлом году прошла реконструкция нашей автоматизированной системы оповещений по всей республике. Это не только сиренное оповещение, но и речевое. Информация для наших граждан будет заблаговременно доводиться. Также такой традиционный метод оповещения и координации деятельности – это создание штабов. То есть во всех муниципалитетах, где есть возможность зоны подтопления, создаются штабы, где наши граждане, жители могут получить всю необходимую информацию и обратиться в случае необходимости за помощью. Ну вот сейчас вы согласны, что еще такой переходный период до большой воды, да, тонкий лед, но по-прежнему многие люди выходят и рыбачить, да, и переходят, некоторые даже на транспорте переезжают. Вот что говорит статистика, во-первых, да, и давайте напомним все-таки, когда уже точно нельзя идти на лед. Да, традиционно у нас в конце марта, начале апреля начинают фиксироваться случаи провала людей под лед. Потому что и рыбаки традиционно в это время выходят на последнюю подледную рыбалку. Для того, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, во-первых, нужно правильно оценить свои возможности, да, посмотреть, в каком состоянии находится лед, потому что весной он наиболее опасен. И может быть такое, что визуально сразу невозможно оценить его толщину и однородность. Да. То есть если осенью толщина льда, скажем, говорит о том, что если он больше 10 сантиметров, да, то можно спокойно выходить, потому что лед только встал, он однородный, то весной
может быть так, что в одном месте лед крепкий, например, он составляет там 20-30 сантиметров, да, а буквально через там несколько метров уже буквально такая снежная каша. Поэтому нужно максимально внимательно, когда вы находитесь на льду, скажем, относиться к тому, насколько крепкий лед, да, смотреть по цвету, возможно, определить, если такой он становится темный, да, как цвет вот такого бутылочного стекла, то это уже представляет опасность. Дальше держаться подальше от различных промоин. И традиционно уже весной, скажем, такие забереги, так называемые, вокруг берега, то есть какая-то полоса открытой воды, вот в этих местах тоже может быть опасность. Поэтому вот если вы отправляетесь на рыбалку, да, или просто на прогулку, то необходимо на все это обратить внимание. Ну, желательно не выходить на лед одному, ну и, конечно, не оставлять детей без присмотров возле таких водных объектов. Какие планы по закрытию ледовых переправ? Ну, ледовые переправы на отдельном контроле. У нас вообще действовало в этом году 4 ледовые переправы, пока у нас осталось 3. В Крайделе уже переправа закрыта. У нас на каждой переправе дежурят соответствующие должностные лица муниципалитетов, которые оценивают толщину льда ежедневно, да, оценивают целостность льда. И если толщина становится меньше требуемых значений, то ледовую переправу закрывают. Давайте еще раз проговорим, все-таки это полезные рекомендации будут. Что делать, если провалился под лед человек? Да, ну, если вы уже провалились под лед, то у вас, скажем так, чтобы спасти себя буквально десятки, наверное, секунд. То есть времени не очень много, нужно понимать, но при этом нужно не паниковать. Постараться позвать на помощь, если есть кто-то рядом, потому что одному достаточно сложно выбраться из такого плена. Дальше, если получилось так, что никого рядом нет, да, то попытаться раскинуть руки, ноги максимально широко и попытаться вот как бы выползти на край льда, максимально плавно совершать движение, потому что вот когда попадает человек в такой полынью, в провал, то обычно края льда, они тоже хрупкие. Если начать просто делать какие-то резкие движения, то вы еще усугубите свою ситуацию. Давайте вернемся к обсуждению весеннего паводка. Вы сказали, что состоялись 2 больших совещания в правительстве, да, но кроме того проходили и учения. Вот какие задачи здесь стояли и вот взрывные работы. Вот здесь поподробнее тоже, пожалуйста, про эту часть. Да, ну, во-первых, для чего проводится заседание противопаводковой комиссии? Да, для того, чтобы в соответствии с прогнозом, который дают наши коллеги из Башгидромета, уже все службы и в муниципальных образованиях спланировали свои мероприятия в зависимости от того, какой прогноз, они уже там те или иные мероприятия. Например, если достаточно толстый лед и глубина промерзания больше, чем обычно, то планируется, например, распиловка льда или взрывные работы. Это обычно делается возле объектов, таких как мосты или, например, какие-то сужения реки, где какая-то отмель, для того, чтобы исключить образование заторов. Потому что если образуется ледовый затор, то это приводит к тому, что уровень реки выше по течению резко поднимается и, соответственно, опасность для наших жителей. И учения то же самое проводится для того, чтобы вот отработать все эти мероприятия, превентивные мероприятия, которые в случае экстренной эвакуации, например, проводятся. Все это службы вне зависимости от принадлежности, то есть это силы и средства МЧС России или Государственного комитета, или муниципальной, или организации, все они в этом процессе задействованы, и в рамках Башкирской территориальной подсистемы РСЧС это все отрабатывается. Будут ли подготавливаться помещения для приема, возможно, людей из зоны потопления? Да, такие места уже определены, это пункты временного размещения, они у нас на территории всей республики находятся, они используются не только в период половодья, но и в случае возможных других чрезвычайных ситуаций. Мы уже в период подготовки к паводку проводили контроль и проверку нескольких таких пунктов временного размещения. Могу сказать, что они находятся в достаточно хорошем состоянии и в случае необходимости могут разместить наших граждан временно, пока уйдет вода. Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям в случае в каком будет считать, что вся система сработала эффективно во время большой воды? Ну, наша задача это минимизировать, во-первых, ущерб, минимизировать количество пострадавших, и вот тогда мы будем считать, что мы свою задачу выполнили. Если есть что добавить, Кирилл Сергеевич? Ну, хотели бы пожелать, наверное, нашим всем гражданам максимально, скажем, безопасно пройти вот этот период половодья. Хочу отметить, что вот несмотря на то, что сейчас еще только конец марта, да, и большая вода еще, скажем, придет к нам там через 2-3 недели, но рекомендую гражданам уже, особенно тем, чьи, скажем, участки находятся там в низине, очистить свою территорию от снега, где это необходимо, очистить водопропускные трубы,
сделать необходимые там траншеи для того, чтобы, скажем, обезопасить себя от талых вод. Потому что сейчас как раз идет период уже активного таяния снега, да, мы все радуемся, что весна пришла. Но вот такие талые воды, они тоже таят в себе опасности и могут причинить ущерб вашему имуществу. Поэтому вот рекомендуем обратить внимание на эти мероприятия. И с точки зрения криминала, как будут защищаться вот эти зоны подтопления? Вот то, о чем я говорю, в рамках БТП-РСЧС у нас в том числе и МВД России, Росгвардия тоже в этих мероприятиях они также задействованы, участвуют, в том числе и пожарная охрана, поэтому на этот период у них также спланированы дополнительные мероприятия. Спасибо большое, ждем большую воду и будем следить за ситуацией. Спасибо. Спасибо. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. И мы говорили о подготовке к большой воде. Весенний паводок начнется в Башкортостане в этом году по предварительным прогнозам в начале апреля. В Уфе большая вода придет в конце апреля и начале мая. Все самое интересное в нашем эфире. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.